немного о теме, да, заявленной. Поскольку мы с советских времен привыкли отмечать различные даты, 28 мая исполняется 4 года, как у власти находится Арсений Сергеевич Николаев. И мы вот к этому моменту приурочили такое заседание. Первый блок, вот, который вот на сегодня запланирован, об экономике и о промышленности. Второй блок планировался о социальном развитии республики. Ну, надеюсь, со вторым блоком у нас получится более масштабно. Давайте вот Виктор Николаевич, у нас тут есть глава Нердинского улуса, есть вот известные ученые Винокурова Ульяна Алексеевна, ну и от общественности Котенко Ирина Владимировна. И вот должен был подключиться, надеюсь, что подключится экономист независимый, да? Говорили, вот Вера Николаевна. Ну, поскольку у нас тут народный депутат, да, Виктор Николаевич Федоров. Виктор Николаевич, вот к вам первое выступление, пожалуйста. Мы хотим поговорить о том, что вот нам постоянно говорят, что экономика страны в связи с известными событиями переходит на новые рельсы. То, что будет переходный период, вот недавно Кудрин заявил, который займет 1,5-2 года. Вот, Виктор Николаевич, у вас мысли какие по этому поводу? Как будет проходить, по-вашему, этот переходный период? Каким образом экономика должна стать на новые рельсы? Виктор Николаевич, слышите, да? Добрый день, слышу. Параллельно хотел вас послушать. Что скажете? Ну вот мы экономиста ждали, к сожалению, этот. Какие новые рельсы-то? Я не понимаю. Куда едем-то? Скажите цель. Ну, в связи с санкциями же у нас... Говоришь-то, как звук у тебя плохой, Игорь, звук у тебя плохой. Слышно, да, сейчас? Слышно, да, сейчас? Должен быть командный голос, четкий, ясный. Меня хорошо слышно, например. У вас хорошо слышно, но у меня это техника виновата, я говорю громко. Слышно, да, вообще? Да, слышно. Ну, Виктор Николаевич, вот вы же все-таки в экономике не первый год. И как санкции повлияют, что будет с ценами, что будет с теми же транспортными услугами, с продовольствием, останутся ли вот товары, привычные нам на полках, бытовая химия, продовольствие. Вот ваши мысли по этому поводу. А можно я послушаю? Я ответы знаю, но говорить не хочу. Ульяна Алексеевна, Да, слышите, да? Умных людей. Ульяна Алексеевна, слышите, да? Да, я слышу. Ага. У вас какие мысли по поводу перехода экономики на новые рельсы? Что ждать людям в ближайшее время? Вы задумывались, да, об этом? Вообще говорит об экономике, это поставить телегу впереди лошади вообще. Я как социолог такого мнения. Надо сначала разработать, понять, вот как сейчас вот смеются совершенно, я думаю, уместно, какая экономика, если мы еще не определились вообще, что за новая реальность сейчас мы переживаем и как она будет развиваться. Поэтому сама постановка вопроса мне представляется как посмотреть лишь на последствия, а что реально мы делаем, что у нас в голове творится и что у нас в наших управленческих решениях, вот это что важно. Если говорить о 28 мая, о деятельности нашего Илдархана, то 4 года прошли в обстановке совершенно иной и спокойной, предсказуемой.
И согласно разработанным нашим стратегиям, вплоть до 1935 года, и, соответственно, и идеология была этого периода разработана с тем, чтобы была сбалансирована деятельность федеративных отношений и субъектов Российской Федерации. И мы как раз остановились на пороге реформирования вертикали власти в виде закона о публичной власти и горизонтали власти в виде закона на уровне местного самоуправления. Вот это говорят, что в июне месяце, вчера, по крайней мере, Сардана Владимировна сказала, что она внесла 126 поправок в разрабатываемый закон по местному самоуправлению, и обсуждение проходит Крашенникова. Поэтому надо полагать, что будет усиление местного самоуправления в какой-то степени, но в то же время это может быть также и в ущерб региональной власти. Поэтому нам, наверное, лучше говорить о том, что мы бы хотели, наши желания высказаться сегодня, как интеллектуальное сообщество. Это может быть сегодня об этом говорить или нет? Да, пожалуйста. И куда это наше высказывание пойдут? Вот этот прямой эфир организует Олег Желнин в Ютубе и в наших СМИ. Нет, вот наше сегодняшнее общение куда пойдет? Она что, будет висеть в Ютубе или что? Или куда она пойдет? Средства массовой информации пойдет. А средства массовой информации пойдут. Ага, ясно. В таком случае я бы хотела высказать свои пожелания по наступившему периоду. В связи с тем, что, во-первых, как я уже сказала, мы с разбегу вошли в другую реальность, и то, что было до этого наработано, что из них может остаться и что может получить развитие или обратный ход, или совершенно другое, новое направление мы можем развивать. Допустим, если говорить о более широких категориях, по всей вероятности нам предстоит развернуться в геополитическом пространстве в сторону Восточной Азии. То есть это нам предстоит укрепление добрососедских отношений в нашем Дальневосточном федеральном округе и, значит, нашими азиатскими партнерами. Именно добрососедских отношений, следовательно, то, что вот планируется в сентябре Дальневосточный форум, то, значит, мы там должны будем, по всей вероятности, поставить вопросы о наших взаимоотношениях, об усилении наших взаимоотношений. Надо сказать, что Якутия по сей день была как-то не особо интегрирована в Дальневосточный федеральный округ и, соответственно, в Азиатский Тихоокеанский регион. И то, что у нас давным-давно говорил Михаил Ефимович Николаев, восточное измерение, усиление восточного измерения и контакты со странами АТР, то сейчас очень сильно актуализируется. Поскольку Якутия является огромной частью вот этой региона, то нам следует сейчас нашей стратегию о развитии Якутии усилить эту часть. Вот это первое, что я хочу сказать. И в Дальневосточном форуме уже выходить с этими проектами. Второе, значит, наша Россия, значит, теряет, или там не то, что неправильно, может, я высказалась, значит, испытывает напряжение с морями европейскими. Это и Черное море, и Балтийское море, и Белое море. Они все становятся зоной напряженности.
Следовательно, остается для нас наиболее сейчас высоко актуальным освоение Арктического океана, Северного Ледовитого океана. И что мы имеем? Вот именно с позиции интересов Якутии. Это Северный завоз. Владимир Владимирович Путин недавно высказался о необходимости разработки закона о Северном завозе. Здесь мне представляется очень важным быть инициаторами этого законопроекта. Для нашего федерального собрания инициировать этот закон со стороны Государственного собрания Илтымен. Так же, как мы это делали по вечной мерзлоте. И инициировать этот закон, это должно быть в планах, притом в ближайших планах нашего Государственного собрания, поскольку за этим стоит огромная сумма денег, и они должны исходить из федерального бюджета, чего ранее у нас не было в такой степени, какой мы сейчас ожидаем. А здесь же, может быть, интересы сводиться только к тому, чтобы кто будет оператором, допустим, Росатом, как сейчас думают, Росатом, и он будет распределять эти денежки, как ему захочется. Здесь я бы хотела иметь еще одну главу в этом законопроекте. Это самообеспечение продуктами питания населения Арктики. Именно самообеспечение. Поддержка этого самообеспечения. Допустим, те же самые зелень, так называемый, свежести, как у нас на Колыме называют. Все эти помидоры, огурцы и там прочие всякие такие вещи, там и яйца, там и скороспелые продукции могут сами обеспечить, если будет соответствующая государственная поддержка по таким зеленым технологиям. И также расширит, я уже несколько раз об этом говорю, расширит лицензирование, лицензии на добычу того, что является продуктами традиционного питания, жизнеобеспечения. У нас же только идет ужесточение. Зачем так делается? Чтобы морить голодом, что ли? Какая вообще здесь какой здесь замысел? Я абсолютно по сей день не понимаю. В то же время отстрел тех же самых медведей и волков у нас абсолютно чуть ли не запрет. Вот зачем вот так делается? Продукты питания запрещаются, а диких зверям разрешается действовать, как им заблагорассудится. Поэтому я предлагаю в корне пересмотреть стратегию развития арктической зоны Российской Федерации, поскольку до сих пор нет закона, а программа рассчитана только на добычу полезных ископаемых и прочих. Кроме того, мы еще с вами знаем, что континентальный шельф, который когда-то мы делали конституции, оставляли за субъектом Российской Федерации, сейчас оно становится также предметом, так сказать, алчности, я бы даже сказала. Тогда, когда в других государствах континентальные шельфы являются наследием для будущих поколений. Это тоже очень важная часть. То есть переход на новые рельсы, как вы говорите, экономические, геополитические и вообще обустройство Российской Федерации в условиях принятых санкций и возможных последствий того, что мы сейчас делаем в Украине, нам нужно усилить свое чувство хозяина на своей территории. То есть передать множество полномочий, какие сейчас необходимы субъектам и местному самоуправлению, соответствующим финансированием российского федерального бюджета, или же перераспределить те же самые налоги. Когда мы входили в очень кризисное положение 90-х годов, мы выжили только благодаря тому,
что мы пользовались двумя преференциями. С одной стороны, это было, как вы помните, принцип двух ключей по части недр и, значит, оставление основных видов налогов в бюджете субъекта. Вот, если сейчас Михаил Ефимович говорит, что мы будем испытывать трудности даже более серьезные, чем в начале 90-х годов, то, следовательно, сохранение качества жизни, того, что мы с вами намечаем в наших условиях экстремальных, природных, культурных даже, социальных, экологически очень сложных, потому что у нас изменяется температура, и, соответственно, инфраструктура летит в минус. Уже в некоторых субъектах уже более 60% строений уже находятся в аварийном состоянии. То есть нам требуется множество средств для сохранения населения. Для сохранения населения, потому что мы уже начинаем испытывать потерю населения, как вы знаете. В связи с этими санкциями у нас молодежь, прямо тысячи молодежи уехали вместе с семьями, с детьми. Это же потом еще кто-то куда-то поехал служить и плохо кончил, как говорится. То есть это все молодежь. Все, что сейчас мы с вами испытываем, это нагрузка на молодежь. На молодежь. Вот нам, людям пожилого возраста, это абсолютно, как говорится, только предмет для разговора. А жить-то, все это нести на своих плечах, отвечать своей жизнью будет молодежь. И уже делает эта молодежь. Поэтому это Министерство нашей молодежи пусть перестает заниматься всякими развлекаловками. Они должны работать по существу, по каждому молодежи, сохранить, во-первых, их жизнь сохранить. Вот что творится в Бурятии, вы видите, там просто трагедия развернулась. Мы этого не должны допускать. Мы должны, чтобы наша молодежь была востребована Диана Алексеевна, на всю продолжающуюся жизнь. Что? А что в Бурятии происходит? Вы что имеете в виду? Как? У них молодежь, мужская часть молодежи ушла в контрактную службу, более 5000, и у них уже появились огромные уже свои кладбища. И они говорят, что у них трагедия. Я с ними в тесных отношениях, чуть ли не каждый день общаюсь. Вот. Поэтому, уважаемые коллеги, мы должны ценить свою молодежь и настраивать их на полноценную жизнь, рассчитанную на человеческую предел, а не обрезать его различными своими этими кратковременными действиями. Это то, что я в целом по большому счету говорю, а ближе к делу, как говорится, мы сегодня можем дать определенную оценку деятельности нашего Илдархана за 4 прошедших года и настроить его на дальнейшую работу, указывая на то, что нам бы хотелось видеть в решении наших региональных проблем. Если мы общим обзором посмотрим прошедшие 4 года, то надо сказать, что мы никогда не попадали в рейтинг ниже среднего. Наша республика всегда выше среднего, по каким бы показателям мы не брали. А это дорого стоит в наших условиях. Второе, у нас, я бы хотела со своей стороны по тем вопросам, которые ставили резко и даже не лицеприятно, то эти вопросы были разрешены. Во-первых, я писала о том, что Арктика в беде, якутская Арктика в беде, которая получила резонанс до Мишустина и по всем региональным нашим, то есть федеральным нашим каналам этот вопрос был
подняты и за рубежом даже, международные даже СМИ, это вплоть до Нью-Йорк Таймс печатались. И вот сейчас, как в этом году, мы можем подытожить, что вопрос этот в пределах тех возможностей, какие позволяет данная проблема, не имея соответствующего закона, соответствующей разрушенной инфраструктуры, транспорта, дорожного, сети и так далее, мы все-таки наше население обеспечили необходимым. Это благодаря, значит, огромным усилиям нашего Илдархана. Это я огромный плюс ему хочу в этом плане ставить, и хотела бы, чтобы все, что было задумано, пошло далее без потерь и более того, с повышением качества и расширением ассортимента и объема грузоперевозок. Ну, сохраняя при этом приемлемые цены товаров. Второе, это, значит, сельское хозяйство. У нас в сельском хозяйстве очень много нареканий, очень много нерешенного, и об этом, наверное, еще многие будут говорить, и очень много говорят, поскольку это для нас самая близкая точка, поскольку нам нельзя разрушать сельское хозяйство, хотя бы потому, что это есть колыбель нашего народа, и сказать, демографической, культурной и социальной. И хотелось бы, здесь вот только позавчера мы приехали из Намского улуса, где мы увидели, что формируются модернизированные летники, саялыки, и резко, буквально почти 2 раза выросло количество якутского скота с того момента, как он пришел к власти, Айсен Сергеевич. И благодаря его непосредственному контролю, помощи, поддержке мы сохраняем этот дар предков. Вообще обращенность Айсена Сергеевича к сохранению культурного, нематериального и материального наследия наших народов – это одна из его сильнейших сторон. По сравнению с главами других субъектов Российской Федерации. Мы поддерживаем себя со всеми Российской Федерации, и я могу всегда с гордостью это отметить и при этом получить согласие и от других наших коллег с других субъектов Российской Федерации. Вот это его сильная сторона. И, следовательно, надо опираться на то, что достигнуто. И сейчас я бы хотела предложить нашему интеллектуальному сообществу переработать ту стратегию, которую мы уже обсуждали и принимали до 1935 года. Эта стратегия не пройдет. И не может быть. Нам нужно сейчас поменять приоритеты, действовать согласно наступившей реальности по всем направлениям и выйти к осени, к новым обозначенным индикаторам и показателям того, что мы хотим. Только тогда мы можем настаивать перед федеральным центром и перед своим населением, какую Якутию мы хотим видеть. Вы помните, в 90-х годах у нас было множество стратегий будущее Якутии, новая Якутия. И еще различные виды этих видов и форм, их достижения разрабатывались. Каким путем? Много ездили, много сравнивали, примеривали себе различные варианты. Так что сейчас у нас наступило время сильного интеллектуального труда сообщества, как бизнес-сообщества, как гражданского общества, так и всех лиц, принимающих решения. Благодарю за внимание. Анна Алексеевна, спасибо за такой государственный подход, за глубокий анализ. А вот вы, как человек вот такого государственного мышления, какой прогноз бы сделали вот на этот год и на ближайшее время? Что будет вот с республикой, со страной?
Нам уже это сказали, мы не в состоянии такие серьезные прогнозы делать, но к столетию нашей республики прозвучали очень серьезные прогнозы, как со стороны самого Илдархана, так и со стороны Михаила Ефимовича Николаева, и было много аналитических обобщений, и они все предполагали, что наступает новая реальность, в рамках которой мы обязаны не допустить ухудшения нашего качества жизни во всех своих индикаторах. Вот что важно. Спасибо. Алексей Михайлович, а вот вы как человек, представляющий муниципальную власть, которая, как известно, наиболее приближена к людям, вот сейчас что наблюдаете в своем районе, в Нербинском? Вот режим экономии, например, вас уже коснулся, да? Какие-то сверху приходят указания экономить на этом, экономить на том, или вот какой-то запас прочности все-таки есть, да, пока. И в общении с людьми, что вот люди говорят о нынешней ситуации? Пожалуйста. Спасибо за вопрос. Ну, я в целом по стратегии согласен с Ульяной Николаевной. Ну, конечно, все районы, мы утверждали стратегию развития своих районов, исходя из стратегии нашей республики. В данное время, ну, это полностью будет надо менять, потому что это новые реалии. Ну, за 4 года правления Алексея Сергеевича никто не завидует. Какие мы прошли периоды, это 20-21, это пандемия, это полностью ориентированная уже экономика сориентировалась, да, вот какие проблемы были, медицинское обслуживание и так далее. И 24 февраля никто не предугадал, что будет такая спецоперация. Конечно, мы все должны понять, что в нашем государстве даже совершилась революция. Мы как-то не заметили. Не только в нашем вот стране. По-моему, во всем мире совершилась революция. Это в идеологии, это мировоззрение наших жителей, да, и так далее. И нашего, как раз вот, в частности, нашего района. Ну, что сказать? Конечно, мы все прошли 90-е годы, когда все было у нас хорошо, когда мы были молодыми, и вот уже поменялся государственный строй. Тоже такие большие проблемы были. Но Россия, я думаю, да, сейчас готова по всем переменам. И, конечно, глава государства даже говорит, Владимир Путин, не должно никаких напряжения социального вот, у населения. Да? У России пока хватает золотого запаса. Сейчас по сравнению с долларом, с евро на мировом рынке мы же все видим. Каждый день по центральному телевидению, по соцсетям мы же полностью, вот эти российские аналитики рассуждают, как мы будем жить. Ульяна Николаевна правильно говорит, это должны, это руководство нашего государства, республики. Я вообще согласен, что у нас должна быть выработана управленческое решение по этому времени. На местах, я вот разговариваю с населением, они и говорят, ну, сельчане это привыкшие ко всему, правильно? Там мы сейчас уже последние вот 4 года упор делаем на улучшение жизни в основном жителей сельского населения. Ульяна Николаевна правильно сказала, надо большую работу провести по части идеологии, по части закрепления молодых специалистов на селах. Да. Вот сейчас уже на уровне федерации узаконивается детское движение, аналог нашей пионерии. Вот прошедшем все фракции нашей
нашего государства высказались, потому что идеологии не было. Но сейчас у нас идеология есть. Сейчас должны упор делать на сектор экономики, на субъектов малого и среднего предпринимательства, на ремесленничество, на повышение доходности семьи, на создание новых рабочих мест, потому что мы этот год объявили годом народных инициатив. Никто не предвидел, что 24 февраля будет спецоперация. Мы в конце 2021 года объявили этот год народных инициатив. И мы, исходя из этого, разработали порядок по вовлечению жителей, по реализации их проектов на местах. Сейчас даже вот туалетную бумагу мы в республике не делаем. Черенки для лопат, грабли мы откуда привозим? С Иркутской области привозим. Гвозди мы откуда привозим? Мы привозим за границей. В республике таких вот мелких производств, например, которые нужны для нашего населения, у нас таких нет. Слишком ушли в глобализацию, ушли на это, ну как это сказать, на высокотехнологическую. Конечно, это тоже прогресс, это уже вызовы теперешней жизни, но все равно на местах сельское хозяйство и ремесленничество, тогда даже вот фермерство, это даст нашему населению как-то в это время поддержать себя, свою семью, поддержать своих детей. Вот должно хорошее управленческое решение во всех ветвях власти. Я не согласен с Ульяной Николаевной, я вообще... Ульяной Алексеевной, да. Я сильно его уважаю и всегда восхищаюсь ей. Но в одном я не согласен. В теперешнее время должна быть хорошая вертикаль власти, потому что решение руководства государства до доведения вот той государственной политики до сельской местности должна в одном уровне. У нас сейчас как? У нас сейчас картина другая. Мы сейчас живем, руководимся как в басне Крылова: рак, щука, лебедь. Там хозяин, здесь хозяин, здесь. Вот и они государственную политику в каком-то цепочке механизма до населения не доходит. Сейчас крепкая рука нужна, консолидация населения нужна, хорошая вот и даже интеллектуальная наша элита должна сейчас помогать населению нашей республики. Я в разрезе республики говорю. Интеллектуальные наши силы, наши ученые, наши социологи, наши профессора с именем должны выйти в люди, должны рассудить, им подсказать. Вот такое движение я еще пока не видел. Надо бы возродить прошлое хорошее. Это общество знаний было. Лекторов нужны. Мы это все на уровне района уже начали. Из числа наших заслуженных тружеников села, во всех отраслей мы отправляем в населенные пункты людям, населению. Но уже почти население сейчас уже в Нюрбинском районе за 2 этапа мы собрали 400 хороших проектов. Они защитились, я с каждым с проектантом встретился. Мы их сопровождаем для реализации своих проектов. Ну, может, это будет мелко, но для полного понимания населения Нюрбинского района, что если мы не начнем уже меняться, менталитет, стереотип мышления,
на селе сейчас нужны труженики. Вообще труженики нужны. Сейчас должна прорабатываться государственная программа по поддержке, по закреплению специалистов в сельской местности. Вот все должно меняться у нас. Мы прошли 90-е, мы прошли дефолт 98-го года. Мы все прошли. Наше население готово, но только нужна уже стратегия, надо менять уже те механизмы решения по развитию нашей республики, уже менять надо. И что еще? Продолжайте, пожалуйста. Да. Сейчас что государственная политика в нашем государстве, это вообще самое социально ориентированное государство. Мы много социальных ориентированных проектов, слишком много. Мы за эти годы приучили население получать только от государства. Так не должно быть. Так не должно быть. Мы должны дать им удочку, что они рыбачили, рыбку поймали, что они были вовлечены и в государственную политику вместе по реализации этой государственных проектов и политики. Конечно, сейчас поддерживать надо отдельных категорий граждан. Это наши ветераны тыла, ветераны труда. Никаких льгот нету в категории детей войны. На уровне уже Ильтумена надо принимать, потому что ветеранов тыла уже мало осталось. Вот у нас в районе по 1 января этого года 124 только осталось ветеранов тыла. Ветеранов войны нет. Так что сейчас категориям дети войны надо уделить большое внимание. Надо инвалидам нашим. Потому что мы проводим пилотные проекты у себя в районе. Да? Вот, например, на местах, в сельских местностях мы проводим капитальный ремонт, благоустройство ветких в частном секторе. А у нас федеральный проект работает только в многоквартирных домах, правильно? А вот сельских в деревнях, кто живет в частных подворьях домах, никакой государственной помощи нет. Это на уровне республики надо было сделать. На большую надо роль уделить демографической политике, по рождаемости. Сейчас в сельском месяце надо уделить внимание по благоустройству. Есть, конечно, в последнее время в Российской Федерации и нашей республике много хороших проектов пилотных. Это комплексное развитие сельских территорий. Надо аналогии федеральной, республиканской тоже пилотные проекты тоже включаться надо в этой части. Вот когда мы хороший интернет, хорошие дороги, хорошие социальные объекты мы будем строить в сельских населениях, тогда и молодежь там останется. И тогда жизнь заново закипит. И, конечно, вот усилиями нашего Ильдархана Сергеевича, его настойчивость, грамотному подходу к делу, сейчас уже Владимир Путин дал задание по внесению закона по строительству социальных объектов в Арктике. Сейчас подготавливается уже на уровне законодательства механизм по завозу грузов, северного завоза. Это уже работа нашего правительства и Айся Сергеевича Николаева, я думаю, так. И не надо паниковать. Вообще, я всегда говорю вот жителям своего района. Время такое, время пришло. Мы должны взяться в руки, вот самим надо сделать. Самим надо сделать и черенки, самим надо сделать туалетную бумагу, простите за, да, вот такие, да, гвозди даже начинает правильно. Вот сейчас в сельских, уже открывают в сельских поселениях кабинеты косметологии, уже начали наши женщины, уже массажный кабинет открывают.
Он сейчас уже делает, даже сапоги делают, стали. Вот мы, власть и местная, и государство должна помогать сейчас тем людям, которые и заявили сами, со семьей, с группой людей, молодых людей, реализоваться как личность. А им давать надо. Какие давать надо? Субсидии давать надо. А то у нас, конечно, федеральные и государственные, республиканские конкурсы так требуют вот такие документы. Это первое. Но, конечно, это наша задача по методической консультативной работе, чтобы они включились в те проекты. И самое важное, это нужно грамотность на местах муниципальных чиновников, специалистов. Заработная плата вообще мизерная. 32 тысячи рублей. Главный специалист муниципальной службы получает. И все куда и уходят. Мы же сколько просим, ставим вопрос по увеличению заработной платы муниципальным работникам. Да, На местах же они должны работать. Да. Грамотные специалисты. Да. Вот таких вот, на этих вопросов надо, сколько можно говорить-то? Сравните зарплату других отраслях. Да. Да. Вообще я человек более 20 лет стажа. Я с 2001 года работаю и главой наследия, главой города, и главой района. 20 лет работаю на одном месте. Я и при Михаиле Ефимовиче Николаеве работал, Вячеславе Анатольевиче Штырове работал, Егор Афанасьевич Борисов, и сейчас при Алексее Сергеевиче работаю главой. Есть мне как сравнить. Вот первые начинания нашего президента Михаила Ефимовича, вот семейная экономика, по той механизму мы сейчас проводим ту политику сейчас в районе. Вот поддержка семейных хозяйств, поддержка семейных проектов, потому что на местах зависит же настроение, социальное, уменьшение социальной напряженности у населения. Они должны поверить в власть и нашему главе государства, и нашему главе республики, и главе района, и главе наследия. Мы-то все вместе проводим государственную политику. А у нас иногда бывает рак, щука, лебедь. Вот поэтому двухуровневая, трехуровневая вообще не надо. А одноуровневая власть тогда будут отвечать. Вот мы все же в советское время уже укрепились, правильно? Все прошли советскую партийную школу, некоторые, да, вы прошли. Я молодой, да. Но сейчас у нас же ностальгия по Советскому Союзу. Что у нас было там? Ностальгия по мере ответственности, наверное. У нас принимались решения куда быстрее, да, чем у вас сейчас. Да. Ну вот сейчас, например, по кадровой политике тоже. Там на местах кого набирает? Кума, свата, одноклассника. У нас в республике такой кадровой политики нет. Вообще, иногда муниципальная власть приходит вообще неподготовленный специалист. С ними трудно работать. Маленькая заработная плата. У них нет мотивации. Как остаточное явление идут в муниципальную власть. А отсюда идет. Вот Ульяна Алексеевна сама сказала, что сельское хозяйство, сельская местность – это колыбель нашей республики. Оттуда же мы же не все сразу городскими стали, правильно? У нас же корни откуда? Села-то. И вот я попрошу моих коллег и журналистов, политиков, сейчас на местах надо поддержать население. И по идеологии, и по напутствию, поддержке, по совету. А сейчас они куда вошли? Они все ушли в YouTube. И они смотрят какого-то заморского или московского коуча.
А у нас же местные успешные бизнесмены же есть, успешные фермера же есть, успешные государственные чиновники есть, успешные артисты же есть. Вот они должны идти туда, народ должен идти. Вот скоро я всегда рассуждаю так. Город у нас, столица одна, она же не резина. Вот видите, элита где? Ага. Алексей А все Михайлович, говорят, сейчас даже вот так говорят. Ну, давайте я на якутском скажу, это как-то на русском не переводится, по-моему. Хихи, үчүгая, хүөгая, корактавала дилер, эриллибит кобубут тыахалалар. Вот такое не должно быть понятие. Вот и нам всем надо говорить, и в селах тоже можно развиваться. Там тоже можно сделать хорошую модель предпринимательства. Такого нет у нас. Можно задать вам вопрос? Да. Вы согласитесь с тем, что вот уже много лет, вот вы говорите стратегия, вот это все. Я как журналист это слушаю, 25 лет. Вам не кажется, у нас очень много помпезности, да? Министерство предпринимательства взять. Помочь малому, среднему бизнесу. Здесь начинается конкретика, налоги, кредиты, да, и, извините, ресурсы, я имею в виду тарифы на тепло, газ и так далее. Здесь конкретики я в республике не вижу. Я к чему спрашиваю? Наверное, вы как глава понимаете, что у нас слишком много говорят, но когда программу открываешь, так интересно, понимаете, вот написано вот так, да, я не буду говорить. Индерхан конкретно говорит план, постройте садик, да, садик строится, да, школа. Так перед этой школой и садиком вот столько слов, а на самом деле там один садик, одна школа, да, а людям рассказывают, будто это строится голливудский центр, понимаете? Я говорю о том, что нет ли в нашем СМИ одной проблемы. Очень много помпезности, да, раздувает из ничего, а конкретики, которая бы влияла на деятельность того же главы в районе, помощи в этом, да, потому что в конечном итоге заканчивается чем, да, я просто пример приведу, построили садик, а вокруг территории не убрали, глава виноват. Нормально, да? А хотя глава-то здесь при чем, там же подрядчик есть. Я просто говорю, систему работы власти, она действительно какая-то у нас больше, я не знаю, она какая-то, наверное, или это идеология такая, когда много говорят, красиво говорят, здорово говорят, и когда ты приходишь и видишь, тебе наговорили вот столько, да, а ты приходишь, а там совсем другое. Или нашему народу говорят вот так много-много-много, а по сути-то он как сидел в своем старом домике или там в своем задворье, как он работает, так и работает. У него же ничего не меняется. И здесь хотел бы задать вам вопрос. А вот как вам за эти годы удалось найти точку соприкосновения с населением? Потому что удержать авторитет населения это достаточно сложно. Когда власти говорят очень много, требуют очень много, особенно в различные, да, в министерство, ведомства, вы, наверное, отчеты всем пишете, от министерства молодежи, заканчивая там, думаю, что не удивлюсь там и другим министерствам, и каждый раз одно и то же. Это как у нас здесь в экспертном службе был глава Усть-Куйги, она рассказывала, что она в день 400 ответов должна написать. Эта система осталась, да, также. Также управление, оно такое же. Вот что нужно сделать, наверное, может, посоветуете нашим... Я не говорю, вот у Индерхана очень все четко и понятно, да, но у нас почему-то вот министерство в ведомствах раздувает до такой степени, а по сути надо просто людям дать возможность, как вы говорите, удочку дать просто, а говорить-то не надо. Иногда эта удочка, она оказывается имеет вот столько регламентов, как вы сказали. Может быть, здесь вот и надо посоветовать нашим этим. Я считаю, что вот за годы работы с Индерханом я вижу только, может быть, я не понимаю, есть, но положительных факторов больше, и самое главное, на критику реагируют конкретно. Ну, а почему другие так себя не ведут?
И честно скажу, как у вас мера ответственности? Потому что у нас, например, здесь найти крайнего, да, достаточно сложно. А у вас вот на практике главы УСа, как у вас? Он, наверное, проще, да, глава сразу виноват во всем, нет? Так, меня на эту работу назначила уважаемая Варвара Андреевна Петрова. Еще в далеком 2001 году она меня назначила главой самого большого сельского населенного пункта, это село Антоновка. Сейчас там уже насчитывается 6 тысяч населения. Это даже больше одного северного района. Антоновка, это откуда Георгий Русланович Балакшин, Артур Никитич Пахомов, ну, много именитых, знаменитых наших больших ученых и так далее, да, известных. Вот правильно сказал, каждый руководитель на местах должен быть ответственным, должен быть принимать меры. Он должен быть, взять на себя ответственность перед населением. Вот, например, вас выбирают на местах населения, и 5 лет вот глава поселения, глава района за 5 лет сидит в хорошем кресле, заработная плата, ну, не очень большая, да, какие-то привилегии, машина там, да. Вот ты должен обязательно подотчетно вот своему избирателю. Самое главное, вот это мы забываем. И в первую очередь нормативно-правовые акты, федеральные законы, наши республиканские законы. Это все делается на уровне представительных органов. Вот и методики, и так далее. Вот, например, муниципальная власть иногда вносим предложение, но она всегда остается где-то там. Потому что мы-то реалисты, мы же на местах же отвечаем по реализации тех иных программ, и государственных программ наших республиканских, и федеральных. Самый конечный этап – это мы. А с нас все требуют, все надзорные органы. Конечно, сейчас большая проблема по 131 закону, которым мы сейчас работаем, да, об общих принципах организации. Там много нету разграничения полномочий между двумя уровнями власти. Вот там. Если, например, это не у себя я говорю, может, глава наследия говорит, я не виноват, это районная администрация. А если другой вот глава района может сказать, это не моя полномочия. Строить школы, детские сады – это полномочия государства. Правильно? Вот разграничение полномочий должна быть вообще вертикально вот так. А Алексей Сергеевич, он прямой. Он знает, как это. Но по реализации на местах, конечно, не виноваты вот эти наши министры, ведомства, но есть такие ограничения, есть такие нормативно-правовые акты. Вот там менять надо. Менять там надо. И там законодательная ветвь власти должна отрабатывать. Наши депутаты уважаемые, да, вот, и наши ЛТМН местные, и на уровне федерации. И последнее, что я хочу сказать, конечно, давно не так выговаривался, говорю. Хорошая площадка. Я вам благодарю, что вы меня пригласили. Может, я не так вам сказал, да, вот. Конечно, вам видней, но я же там на местах чувствую же, правильно, пульс и работы, да, вот на местах, что население думает. И еще раз попрошу вот такие дискуссионные обсуждения, да, как-то проводить почаще надо. Сейчас народ хочет выговориться. Вот с отменой период пандемии, с отменой отчета правительства, наше население вообще ждет как-то выговориться, как-то сказать свое видение, да. Даже он знает, что как это трудно будет, но он хочет выговориться, потому что
надо слушать народ. Вот Мгм. первый из них можно взять одно или 5 самых. Вот Так. видите, Да, вот, Алексей Михайлович, я Хорошо. согласен Знаете, с вами. коллеги, позвольте мне комментировать вот двух Пожалуйста. предыдущих выступающих, потому что я в Нюрнбергском УЛУЗе раза 3 была в течение последних 2 лет, и даже у нас было задание разработать программу развития культуры Нюрнбергского УЛУЗа. В общем, я с ними плотно достаточно работаю, и могу вот на вопрос уважаемого журналиста ответить, кто такой вот этот Иннокентий Алексей Михайлович Иннокентьев, да? На мой взгляд, я как психолог и социолог могу дать следующую характеристику, которая дает определенный ответ. Он сам, конечно, может даже не совсем отдает себе отчет. Алексей Михайлович. Во-первых, у него особый управленческий стиль и опыт. Ага. Благодаря тому, что он является, можно сказать, он отсеялся за вот эти более 30 лет в качестве организатора, руководителя, лидера своего района. Поэтому вот таких глав на самом деле вот в Илюйском регионе в принципе и нет. Всех я знаю, мы с ними вместе работали с другими главами. И потому что он, во-первых, открыт к заботам населения. Он всегда открыт, он везде есть. Ага, так что нет вот дистанции между населением и главой УЛУСа. Вот это я могу сказать. Второе, он очень осмотрительный человек. При этом он открыт к инициативам. Вот не зря этот год объявил годом народных инициатив. У него уши большие, он все хочет услышать и выловить оттуда что-нибудь полезное для всех. И потом они работают в алмазоносной провинции. А это сочетание промышленности и коренного сельскохозяйственного населения. Вот это интереснейшая модель. В будущем наша Якутия в основном будет состоять из таких районов и улусов. Поэтому опыт Нюрнбергского улуса района в этом плане исключительно ценный. И то, что мы смогли в свое время там, через 2 ключей и так далее, там какие-то преференции предусмотреть для алмазоносной провинции, вот эту модель мы должны будем в новой нашей Якутии распространить еще на другие районы, где развивается горнодобывающая, недодобывающая промышленность. Вот это тоже очень важно. Второе, это он нацелен на благополучие населения. Он настолько укоренен, всю жизнь, как говорится, руководит, что он уже думает только категориями вот своего нюрнбергского населения. Многие главы, вы знаете, что они отсиживаются то ли до пенсии, то ли до подъема на какие-то более карьерные какие-то устремления, или там их там всячески выгоняют, или там какие-то провинности вплоть до тюрьмы доводят и так далее. Много там всего есть, но здесь у него главное направление его работы – это достижение благополучия населения. И в этом плане очень ценный руководитель УЛУСа. Его даже нельзя, мне кажется, выкорчевывать на что-то. И даже, что ценно, мне кажется, что он умеет читать и использовать вот законы и нормативные акты. Что у нас есть? Он очень в этом плане чутко следит, что у него юридическая служба очень сильная, и при этом из этих законов и нормативных актов они вот осмысливают даже, можно сказать, то, что может быть полезно на уровне УЛУСа. Вот почему он говорит, что очень важна государственная вертикаль. Именно в этом плане это он говорит. Но в целом сейчас российская публичная власть стремится усилить горизонталь и фундамент публичной власти. И за этим должны следовать
соответствующие компетенции и соответствующие полномочия со своими деньгами. Вот что важно. Не сколько там, где выше, стройнее будет вертикаль или шире будет разливаться горизонт, а сочетание полномочий с соответствующим финансовым обеспечением. Тогда вот такие лидеры у наших улусов, как Иннокентьев, будут работать эффективно, с пользой для своего населения, и не будет слишком много вот это много неприятностей испытывать из-за недостатков вот наших нормативно-правовых актов и в целом, что творится там в каких-то федеральных уровнях власти. Спасибо, Ульяна Алексеевна. Вот у Лены Тихоновой вопрос есть. Добрый день, уважаемые участники. Видно, слышно, да? Спасибо Да. большое, что принимаете активное участие в нашем обсуждении. И очень давно не видела Алексея Михайловича Иннокентьева. Спасибо за высокую оценку нашей работы. Вот стараемся такие обсуждения проводить. И ловя вас на слове, можем не обязательно в период предвыборной кампании, но в течение года или в следующем году провести даже серию, можно вот таких обсуждений в вашем районе. И такой вопрос, вот ездили мы к вам не один раз, и раньше вообще знаем жизнь вашего района, и вот достижений много, вот и найти куб чего стоит, у вас музей такой шикарный, мы были у вас, да, много чего делается, это реально, и в самой Нюрбе тоже, вот Александр Иванов, он тоже такой яркий, вы такой яркий, да, поколение, ну все у вас вообще хорошо по сравнению с другими улусами, да, есть, конечно, все идеально не бывает, да, и хотелось бы спросить, вот за последние 4 года, 5 лет, ну, может быть, 10 лет, да, вот у вас не обязательно с привязкой к 4 годам Айсена Николаева, у вас доля вот поддержки больше, какая именно в таком хозяйственном, материальном отношении, республиканская, федеральная или все-таки от дивидендов? Это первый вопрос. И второй, вот у нас недавно выходили публикации по поводу того, что жители села Малыкай и других наследников очень обеспокоены ситуацией вот на территории Мирнинского района, где стоит мертвый лес. Это старая советская там территория после мирных атомных взрывов, да, и, пользуясь моментом, хотелось бы услышать ваше мнение, ну, или в следующий раз, ну, желательно сейчас. Спасибо. Спасибо большое. Последние, до 2012 года по части муниципалитета не было таких хороших федеральных и республиканских программ. Сейчас много федеральных и республиканских программ по всем отраслям. И вот в последнее время мы начали готовить специалистов, которые должны участвовать в этих федеральных проектах, республиканских проектах. За последние года мы привлекли примерно 7,5 миллиардов рублей только из федерального и республиканского бюджетов. Это первое. Конечно, мы алмазный район. Извините, за какой период 7,5 миллиардов прослушала? Это примерно за 4 года, последние 4 года. Вот в нашей Российской Федерации заработали хорошие федеральные программы и также и республиканские программы. Вот это комплексное развитие сельских территорий, по строительству социальных объектов, это образовательные учреждения. В последнее время капитальные ремонты объектов культуры. Мы участвуем в конкурсных отборах по капитальному и строительству межмуниципальных дорог. Это и федеральная программа есть, а также от Республиканского дорожного фонда. Вот таких, раньше таких не было. Вот поэтому наша цель — обязательно муниципалитеты должны участвовать во всех проводимых федеральных программах. Вот поэтому мы уже 4-й год у нас реализуется муниципальная целевая
программа по подготовке кадров. Мы направляем своих работающих специалистов, стажировку отправляем, например, Министерство культуры Башкирии, кто в области агропромышленного комплекса отправляем в Новосибирский агрохолдинг. Вот скоро мы должны отправить Рязанский институт коневодства. Почти 30 человек сейчас у меня учатся Российской академии народного хозяйства и государственной власти, госслужбы при президенте Российской Федерации. Они уже, я туда отправляю специалистов, которые в данное время работают в секторе экономики Нюрбинского района. Также глав поселений, директоров школ. Проводим, в последнее время проводим много игр. Вот, например, лидеры Нюрбы. И вот команда, которая выиграла, мы отправляем их полностью с командой стажировочные курсы. Вот это первое. И второе, конечно, мы как район, где добывается 25% добычи алмаза. Это Российская Федерация. В нашем Накынском месторождении. У нас дивиденды поступают от прибыльной работы самой социально ориентированной компании «Талрус». Это в первую очередь. И последнее. В 2019 году мы при поддержке главы нашей республики Алексея Сергеевича Николаева подписали с компанией «Алроса», уже с большой компанией «Алроса», соглашение социально-экономического развития Нюрбинского района. Трехлетнее соглашение 19, 20, 21 года. Каждый год нам поступало 324 миллиона на целевые. И в этом году мы тоже подписали на 3 года. И вот 27 числа в хозактиве компании «Алроса» Мирном в присутствии главы республики мы подписываем трехлетнее соглашение. Вот эти поступления от дивидендов и по соглашению мы отрабатываем Министерство экономики и самим руководством «Алроса» по части целевого использования этих денег. Алексей Михайлович, спасибо. Вот Туяна Николаевна Гаврилева... Ой, а по мертвому, Игорь, подожди, пожалуйста, а вот по экологии, по мертвому лесу, обеспокоенность населения, пожалуйста, Алексей Михайлович. Ну, сами знаете, по заграждению реки Вилю, еще в 2017 году было, помните, вот когда разорвало плотину, Алексей Сергеевич в то время как раз тот день к нам приезжал в качестве исполняющего обязанности главы республики. Как раз после этого сам воочию увидел и потом издал распоряжение по обеспечению чистой и питьевой водой населения всего Вилюйского группы района. И также мы с этого года начинается строительство водочистой станции в городе Нюрба, ближайшее села Антоновки, на денежные средства фонда «Будущее поколение». В следующем году мы тоже при поддержке правительства республики входим в федеральную программу «Чистая страна». Там тоже много идет работ по водоснабжению сооружений. По поступлениям от ЦЕРНа мы 2018 года полностью реконструировали, модернизировали водочистные станции вдоль реки Маха, где находится наше поселение. Все заработали, там проблема по питьевой водой нету. Но мы ставили вопрос по подземных источников. Сейчас уже начинаем работу, уже источники подземные должны оттуда идти население через очистные станции. Вот эти мы проводим работу совместно с компанией «Алрос». Про мертвый лес, ну это же там разрыв же, по-моему, да, Лена?
Там был в советские годы, лет там 30-40 Да, назад, да. подземный ядерный взрыв, атомный. Да, Ага. атомный был, но там уже законсервированное, по моим источникам, да, и как раз мы этот вопрос тоже ставили перед руководством акционерной компании «Алроса». Минэкология отправляла там свою экспедицию. Мы плотно занимаемся Институтом прикладной экологии Севера, тоже по этим вопросам. Ну, в последнее время тоже, конечно, этот год выборный. По-моему, вот по мертвому лесу подняли. Конечно, я вот те документы, которые мы отрабатывали с Министерством экологии, Институтом прикладной экологии, с руководством «Алроса» компании, я под него до вас доведу. Спасибо большое. Спасибо. Вот Спасибо. мне подключилась Вера Николаевна Гаврилева, доктор экономических наук. Вот, к сожалению, Майя Андреевна Данилова не смогла участвовать сегодня, да, она должна была быть основным спикером. И вот вся надежда на вас, да, какие-то экономические, чтобы вы доводы, да, вот, ну, разъяснения какие-нибудь дали. Вот, Вера Николаевна, все вот успокоились немного после того, как укрепился рубль, да, и вроде бы ничего особо не происходит, кроме отдельного повышения цен на отдельные товары, да. Ну, конечно, бизнес там сильно малый и средний просел, да, вот туризм и другие виды бизнеса. А вот, Вера Николаевна, вы как экономист думаете, вот резкого такого падения не будет, да, вот внезапного там, или рубль обрушится, или что-то такое, вот санкции вот именно возымеют такое губительное действие на нашу экономику? Или такого не должно быть? Ага. Спасибо за приглашение. Ну, как экономист, читая разных экспертов в сфере экономики и наблюдая за экономической ситуацией в республике, я хотела бы сказать, что санкции, они только начинают свое действие. Я думаю, что, конечно, эффект от них будет накапливаться со временем. И, ну, на примере, там, скажем, отрасли гражданской авиации мы, возможно, столкнемся с большими вызовами, но не в ближайшие 2 месяца, то есть этим летом самолеты будут летать. А вот что будет, например, в конце года с безопасностью полетов, это уже могут быть большие вопросы. С точки зрения ряда экспертов, которым я доверяю и которые оценивали текущую ситуацию, многие из них говорят о том, что в целом Дальний Восток, он находится в относительно неплохой ситуации относительно центральных, западных регионов России, потому что в основном наши экспортно ориентированные проекты по нефти, газу, лесу, они в основном ориентированы, конечно, на Китай и на азиатские страны, и в этом плане у нас нет каких-то больших падений и так далее. Да? Перспективные месторождения в сфере редкоземельных металлов, они вообще не были никак упомянуты в плане санкций, то есть в основном идет борьба в сфере поставок энергоресурсов. Я считаю, что достаточно серьезной может быть проблема с алмазодобывающей отраслью, потому что в США ввели свои запреты на импорт алмазов из Российской Федерации, то есть, соответственно, как-то негативно это может сказаться на нашей основной вот алмазодобывающей промышленности. Я думаю, что санкции, да, будут нарастать, и вообще в целом я бы хотела сказать, что это неплохо, то, что мы были частью глобальной экономики, но это реальность, то, что мы будем другой экономикой. То есть вот сейчас мы находимся на таком переломе, когда понимаешь, что вот эта сложившаяся ситуация с санкциями, с ограничениями, она на определенный период, по крайней мере, на несколько лет. И, соответственно, нам нужно выработать какое-то понимание о том, что мы должны быть все-таки какой-то действительно другой экономикой. Ну, действительно, там пример с черенками от лопат, которые не производятся в России, это, конечно, один из таких примеров. То есть вот, в принципе, поле для импортозамещения у нас, конечно,
существенно. Для меня, как для экономиста и как для жителя республики, вот для ученого, который в последние годы занимается вопросом влияния климата на традиционные пищевые системы, и вот поэтому в прошлом году я объездила 9 или 10 районов Якутии, то есть, ну, до этого у меня был накопленный опыт. Кстати, вот в прошлом году, ровно год назад, я впервые там за 40 лет побывала в Нербинском улусе. Этот улус родной для меня, у меня там много родственников, у меня там жила бабушка, и в детстве я как раз ее навещала, и как раз вот эти 40 лет назад, когда были подземные ядерные взрывы, я помню это лето, оно было дождливым и холодным, возможно, тоже получила какую-то свою долю радиации, да, во время этих подземных ядерных взрывов, то есть вот район для меня близкий. Но я бы хотела сказать, что действительно мы должны понимать, что мы сталкиваемся с какими-то такими крупными вызовами, мы должны адаптироваться под имеющиеся условия. Мне пока сложно сказать, где у нас тонкие места, но судя по той информации, которую я вижу, там, скажем, в научно-исследовательских телеграм-каналах, у нас есть очень много узких мест в плане там радиоэлектроники, технологий и так далее, но я при этом полагаю, что вот все простое, что мы импортировали из разных стран, мы, наверное, успешно сможем импортозаместить. Вот. А все остальное, все, что касается высоких технологий, мы, наверное, будем покупать из Китая. Сейчас очень сложный момент в связи с тем, что вот Китай – это родина коронавируса, но Китай – это та страна, которая только вот 2 года спустя сталкивается с серьезной эпидемией коронавируса. Это, конечно, может наложиться, в том числе как-то негативно сказаться на Дальнем Востоке России. Меня заботит сейчас больше вопрос импортозамещения и продовольственной безопасности, в самом деле, поскольку мы регион, который, ну, где-то примерно от 50 до 60-70% продовольствия завозим из нерегиона, мне кажется, что вот эта первичная задача обеспечить завоз, обеспечить запасы продовольствия до следующей весны, это очень важно. Вот это основной вопрос, который органы управления должны решить этим летом. Ну, собственно говоря, у нас система северного завоза налажена. Но, тем не менее, сейчас очень многие регионы будут беспокоиться о своей продовольственной безопасности. Ну, вот я видела, что, по-моему, в Татарстане или в Уфе уже там полностью запасы сформированные. А на сколько-то месяцев у нас, боюсь, что счет идет, ну, может быть, на 1,5 месяца, на 30, на дни, но не на месяцы. А мы все-таки регион, который конечный, нам все-таки нужно позаботиться о товарных продовольственных запасах на следующую зиму. Вот, ну, собственно, вот такие у меня мысли. А можно задать вопрос? Татьяна Николаевна, да. Я задам Хорошо. по поводу выступления городского депутата, директора водоканала Анатолия Крыжигасова. Как вы относитесь к тому, что основой экономики Якутии и России является это, так скажем, это тарифы на тепло, газ и так далее, так далее, так далее. И если тарифы будут снижены, и даже на бензин, потребление, то экономика сама может подняться, то есть и импортозамещение, то есть станет выгодно производить товары, ну и услуги и так далее, и так далее. Это оправданное как бы решение? Или же мы, как по примеру Энергосбыта, который сейчас перерасчитывает за год, я сейчас эту тему веду, когда население получает вот такие счета за потребляемое тепло. Вот этот вопрос, как экономически можно решить в республике и в России, или это невозможно сделать, или нам ждать коллапса опять, когда энергетики начнут нам счета выставлять бешеные, и когда бизнес начнет рушиться сразу вниз. Ну, насчет тарифов я абсолютно точно знаю, что у нас тарифы, конечно, только по некоторым позициям, это только по воде в городе Якутске и канализации, собственно, водоснабжение, водоотведение, они находятся на уровне экономически обоснованном. А по всему остальному у нас, конечно, тарифы в основном субсидируются. Достаточно существенная часть государственного бюджета, я вот на текущий момент не могу сказать долю, но
по крайней мере, несколько лет назад это было порядка, по-моему, 17 миллиардов рублей. Это все то, что бюджет республики тратит на субсидирование населения в потреблении воды, электроэнергии, тепла и так далее. И, собственно, я хочу сказать, что игра с тарифами – это не так быстро и не такой хороший инструмент для того, чтобы мы быстро могли адаптировать нашу экономику под новые условия. И если бы я была бы, вот, например, экономистом, то принимающим решения, то, возможно, я бы для быстрого адаптации, преодоления шока, я бы вообще, возможно, просто бы отменила НДС, перешла бы на налог с продаж, то есть это потребовало бы перераспределения доходов между федеральным бюджетом и субъектами регионов. Но это прям кардинальная большая реформа налоговая, которая есть. Ну, она, например, такая система характерна для, скажем, Америки, то есть позволила бы там резко сократить налоги, например. Да, налоги это, скажем, НДС 20%, он у нас везде и в тарифах тоже. И в тарифах тоже. Для меня, опять же, тоже парадоксальным является то, что при снижении, да, цены на нефть и газ, да, собственно, у нас сейчас будет наблюдаться затоваривание на внутреннем российском рынке по нефти и газу. У нас цены на бензин, на топливо пока не снизились. То есть вот тут тоже могут быть какие-то определенные вопросы, да. По идее, сейчас в связи с падением экспорта нефти и газа мы должны снижать цены на внутреннем рынке, потому что не только закрывать, скажем, но и снижать цены на внутреннем рынке, это тоже хороший рычаг для экономики. Дело в том, что 1 июля у нас повышение тарифов, вы это прекрасно знаете же. Ну, да, я это знаю, да, ну, понимаете, в экономике же все у нас система среднесрочного планирования, у нас, понимаете, когда бюджет принимался 3 года назад, никто же не предполагал, что у нас вот все так очень быстро поменяется. С одной стороны, среднесрочное планирование – это бампер такой, который позволяет, да, там, экономике сохранять консервативность, сохранять костяк там, и так далее, да, благодаря тому, я что понимаю, но платить-то меня сейчас заставляют. Меня же никто не спрашивает. Ну, короче говоря, мы посмотрим. Как-то интересно, значит, я должен ждать, пока кто-то там что-то решит, а ты уж будь добр, сейчас положи и выложи. Ну, как-то при зарплате 20-30 тысяч у некоторых, тебе за квартиру 15, ну, извините, какая здесь экономика? Вы о чем? Я поэтому и спрашиваю, какой выход в данной ситуации? Ну, если у вас зарплата 30 тысяч, то вряд ли у вас квартплата 15, или у вас просто очень большая, хорошая квартира. Я вам отвечу, что это только за год, за прошлый сейчас началось, и население в суды идет. Хорошая модель дала, Туяра. Я готова ответить на второй вопрос. Лена. Да, Туяра Николаевна, скажите, пожалуйста, да. Вот вы как, во-первых, спасибо большое, как и всем, за участие и отклик на наше приглашение. И вот вы как житель Якутии, как представитель научного сообщества, вот за последние 4 года работы Айсена Николаева, вы какие-то чувствуете ли улучшения в своей жизни или в профессиональной деятельности, если да, то какие? И в частности, вот как оцените итоги года науки в России, который прошел в прошлом году? Коллеги, Туяра Николаевна, вы меня очень простите, да, я должна в 6 часов быть в совершенно другом месте, тоже абсолютно непреодолимое. Да, конечно. Да. Я просто хочу сказать 2 простые вещи, которых я очень сильно стремлюсь довести до вас. Это, значит, первое, это подготовка по подготовке кадров, то есть речь идет об ранней профориентации, а именно усиление политехнического образования. Труду. У нас сейчас из школы ушел труд. И если мы перешли на самообеспечение, если должны даже гвозди сами делать, то, следовательно,
нам нужно политехническое образование в школах. Я Арсению Сергеевичу об этом уже говорила на встрече с Высшим советом старейшин. И сегодня я хотела бы пользоваться этим вашим профессиональным сообществом еще раз обратить ваше внимание на необходимость усиления политехнического и политехнологического образования в нашей республике. У нас только агрошколы сейчас есть. Этого мало. Второе. Мы, помните, в 90-х годах ушли на эту иглу, на сырьевые деньги. И благо, что мы еще сами сделали, допустим. Это не тот путь. Нам нужно, и тогда еще мы говорили в 90-х годах, что нам надо переходить на микроэлектронику, на то, что не требует большой логистики, тяжелых грузов, но в то же время опирается на наши национальные особенности, на интеллект, на усидчивость, на мастерство ювелирным делам и так далее. Значит, нам нужно сейчас переходить на изготовление микрочипов, вот таких вещей технологически четвертого, не только четвертого, даже шестого технологического уклада. Мы хотели в 90-х годах это сделать, даже вы помните, что Южная Корея тут входила, Япония немножко входила, но мы не были готовы к этому. Наша молодежь и вся наша структура под это не была заточена. А сейчас у нас интеллектуальный капитал достаточно большой, и мы можем выходить на такие виды производства электротехнической направленности. И вот только что вы говорили, какая нас ожидает экономика и так далее, и вот я вношу такое предложение. Будьте так добры, наши вот интеллектуальные экономические умы, управленческие наши кадры, пожалуйста, задумайтесь об этом. Новая Якутия должна быть электронно-технологического направления, а не сырьевого, добывающего. Нефти никто не будет нуждаться, газы тоже скоро отойдут от газа. Алмазы, вы знаете, что на самом деле это рынок абсолютно ограниченный, закрытый. Вот наш следующий ресурс – это интеллект и вот умелость во всем. У меня все. Позвольте мне откланяться. Большое спасибо. Большое спасибо, Лена Алексеевна. Ага, тогда, Туяра Николаевна, ответ можно, да, на мои вопросы по поводу 4 лет и года науки. Ну, я согласна с предыдущим выступающим, который говорил о том, что последние 4 года это были годы очень непростые. Коронавирусы, вот сейчас специальная военная операция, очень много, конечно, сложностей объективно, с которым сталкивается регион, и, безусловно, необходимо принимать разные, иногда непопулярные, наверное, решения. Ну, в целом я хочу сказать, что система управления у нас достаточно гибкая. Я бы хотела, кстати говоря, не согласиться, да, может быть, с тезисом вот по поводу того, что у нас местное управление, там кадры как-то не совсем решают. Вы знаете, я вот в прошлом году, ну, вот 9 районов объехала лично. Я бы хотела сказать, что на местах, вот на уровне глав поселений у нас в основном сейчас работают 35-30-летние люди, молодые, современные, по-моему, достаточно эффективные, умные, рациональные, поддерживаются населением. То есть вообще все, что касается местных глав, у нас работает хорошо. Я много разных деревень вот объездила и видела, встречалась с главами всех поселений. В общем, в основном молодежь. В основном молодежь или хотя бы там замглавы, точно молодой человек или женщина. И работают люди очень много и близки к своему населению и так далее. Ну, годы тяжелые, собственно, да, и, конечно, принимаются решения разные. Насчет года науки, ну, лично я, вот как исследователь, да, я только могу приветствовать вот
то, что Якутия в прошлом году победила в конкурсе на создание научно-образовательного центра мирового уровня, тоже со своей стороны вносила какую-то лепту в разработку этого проекта. Очень много сложностей требовал этот проект, и многие управленческие команды работали над этим проектом. Как сейчас это будет реализовываться, я пока особо не знаю, ну, потому что вот у меня есть проект Российского фонда фундаментальных исследований, и очень много сил уходит у меня именно на это. Ну, приветствую, конечно, вот комплексную научную КНИ, проект КНИ, по которому разыгрываются поэтапно научные проекты. И, собственно говоря, вот гранты молодым ученым – это очень важная задача, которая помогает молодым ученым там довести их исследования вот персональное уже до защиты, до этого. Вот эти вот вещи, конечно, необходимо, как бы сложной республики не было, например, вот необходимо, конечно, поддерживать и продолжать. Ну вот на этом все. Извините, я тоже, как Ульяна Алексеевна, да, в 6 часов должна присутствовать в другом месте, поэтому, ну, наверное, тоже, ну, готова ответить еще на какой-то вопрос, например, если Есть у кого-то есть. Так, у нас... Я не вопрос, а немного хотела бы ответить на те вопросы, которые несколько прозвучали по поводу продовольственного обеспечения. Можно. И как раз здесь задену немного и про кадровый голод. Дело в том, чтобы развивать производство, мы все же прекрасно понимаем, что нам нужны источники электричества, отопления, газа. А при такой цене, при таком тарифе развивать производство – это нереально. Я могу сразу пояснить, почему. Цена будет запредельная, и ни один федеральный закон, это не 44-й по тендерам, ни 223-й, он не даст быть конкурентоспособным для тех товаров, которые будут завозить даже с такой тяжелейшей логистикой по цене, которые будут завозиться из вне республики. Это нереально. Будем говорить именно так. Затем, для того, чтобы даже сделать здесь производство, ну мы же все согласимся, что у нас кадровый голод. И не потому, что у нас молодых людей нет, либо не потому, что у нас образование не такое. У нас просто люди сейчас привыкли получать пособие. Хотите, спорьте со мной, хотите, нет, но они все живут на пособие и надеются на пособие. Раньше была статья «Тунеядство». И в прошлом году, в ноябре месяце, по-моему, я выступила по видео и сказала, подняла этот вопрос. Я получила хайп, хейтерили мне так 40 тысяч населения, мне ответили, что я такая-сякая, коль поднимаете вопросы. Если сейчас мы не будем поднимать эти вопросы, ну не будет как таковой республики. Не будет, потому что работать будет некому. Это остро ощущают все предприниматели. Я не знаю, как бюджет, но предприниматели закрываются только из-за того, что нет рабочих рук. Затем, многие, я вот услышала сейчас, и глава Герубинского сказал, что маленькие зарплаты. Да не маленькие зарплаты, это большие отчисления. Одно рабочее место с зарплатой 35 тысяч обходится любому, что бюджету, что предпринимателю, в 72 тысячи. 72. Ну давайте мы все-таки дадим эти 72 тысячи, например, предпринимателю, и пусть он сам платит за себя все отчисления, пенсионку, медицинский, соцстрах, и посмотрит, как он будет распределять бюджет. Когда платит работодатель, пусть то бюджет, пусть то предприниматель, он не видит какие-то деньги, и он говорит, ах, предприниматели мало платят. Объяснить, что 36 и 42% с ФОД он платит государству, невозможно. Затем мы как-то поднимали вопрос о семейном бизнесе. Да, вот семейный бизнес еще при Николаеве, он стал развиваться, особенно в фермерстве. Великолепно. Кто против? Конечно, все за. Но закона о семейном бизнесе до сих пор нет. Поднимают вопрос на всех площадках. Бесполезно. Он не принимается. Почему? Что мешает Илтумену выступить инициаторами перед Госдумой, либо Госдума задерживает? Почему? Это архиважный вопрос.
Ну и, какие там конечно, должны быть основные положения в этом законе? вы понимаете, вот если, например, семейный бизнес, я ИП, мой муж ИП, дети ИП, и у нас идут отчисления, всевозможные отчисления. И если мы их складываем в одну корзинку, а предприятие-то одно, и у нас получается отчислений больше, нежели чем у нас должно быть какой-то определенный в прибыли. Ну, как вы разделите, например, 10 коров? Ну, никак не разделите, а вот эти вот все налоги дергаются, то, что ты за одно заплатил, за второе, за третье, и платит не одно семейное хозяйство, а каждый, который живет и проживает в этой семье, который работает на этой ферме. Мы уже показывали аналитику, вот это очень плохо. Затем мы очень говорили о том, что предпринимателей очень сложно вырастить в районах, да, в субъектах региона. А я хочу сказать, как зам председателя Координационного совета при главе республики, я второй год работаю с главами и призываю всех глав, дайте нам активных предпринимателей, научим, подскажем, направим. Вы будете знать в курсе всех нормативно-правовых актов. Мы поможем вам полностью внутри, как полностью сделать и что сделать с предпринимательским движением. Но, увы, главы, боясь, что что-то они могут донести до главы республики, выбирают тех лояльных предпринимателей, которые ничего не хотят сказать и которые абсолютно неактивно, абсолютно не принимают участие в жизни Координационного совета. И этим грешат в основном и арктические улусы, и центральные части. Великолепно хорошо работает Мирный, Алдан, Нерюн, Якутск, то есть большие промышленные города и Среднеколымск. Остальные все это мы сидим тихо, либо как-то не высовываемся. Мы ни разу не подняли ни одну проблему, которая у них есть, а мы же знаем, что они есть. И мне приходится выезжать на места и смотреть, а как же там живут предприниматели. Вот здесь вот тоже надо как-то соизмерять, что мы хотим и чего мы боимся. Ну и, конечно, никак не могу согласиться с Туярой Николаевной по поводу того, что тарифы ничего не значат. Они значат и очень многое значит. Почему здесь у нас тариф на водоотведение? Мы переписывались с Каджигасовым. Почему у нас тариф на водоотведение и на воду стоит 393 рубля куб? Это получить и слить его вместе с негативкой для предпринимателя 393 и 192 Москва. А потому что Москва решила коэффициенты за негативное воздействие на природу брать 0,5% или 0,2%. А у нас влупили, Кырджикасов же, ну, депутат же, он влупил 0,5 и 2% по максимуму. Мы о чем говорим? Мы пишем и декларируем одно, а делаем у себя на предприятии. Я понимаю, что он винтик в большой, огромной государственной машине. Но если водоканал принадлежит правительству, министру ЖКХ, ну вы установите вот эти коэффициенты, которыми вы можете распоряжаться по минимуму. Но нет же, мы берем по максимуму. И так высокий тариф еще берем мы по максимуму. Поэтому, в принципе, по продовольствию я все-таки хочу сказать большое спасибо Исаину Сергеевичу. В этом году он дал максимум. Ни одна программа в течение многих лет, а я работаю 47 лет в торговле и в предпринимательстве с 93-го года, уже 30 лет, ни разу торговля не была ни в одной программе субсидирования, либо льготирования, либо кредитования. Вот кредит, казалось бы, да, удавка для всех. Ну, вроде бы хорошо кредит дал, но ты же помимо того, что берешь чужие, возвращаешь свои, плюс еще процент. И тем не менее, мы никогда не получали ничего. В этом году, спасибо Исаину Сергеевичу, Алмаз-Регионбанк заложил на продовольственные обеспечения 2 миллиарда под 8%. Я считаю, что это прекрасно. Плюс фонд заложил тоже большие деньги и тоже под 8%. Я могу с уверенностью на 100% сказать,
что социально значимый товар будет завезен в полном объеме, потому что уже заявки прошли на муку, на крупы, мука, крупы, сахар. Это все уже заявили и уже практически оплатили. Как только навигация открывается, уже пойдут вагоны. Поэтому я не могу сказать там на несколько дней или на месяц. На данный момент, ну, я могу точно сказать, на 80 дней есть запас продовольствия. Есть, и это, я говорю, не просто так. Я сама работаю в Союзе товаропроизводителей, предпринимателей торговли республики. Я знаю, кто сколько заказал и кто сколько имеет на базе. Поэтому в этом плане я даже не переживаю, что будет. Могут быть перебои с бытовой химией. И то сейчас перестраиваются уже, в принципе, наши заводы. Насколько они быстро перестроятся. Мы, естественно, не увидим бытовую химию, извините, иностранную, по тем ценам, по которым мы привыкли. Ну нереально это. Просто нереально. Если даже и будут поставлять, то через вторые, третьи, четвертые страны, естественно, с учетом той логистики, плюс таможенная растаможка, это будет цена совершенно другая. Но то, что в данный момент уже есть бытовая химия наша, российская, либо белорусская, либо Казахстан, она по нормальным ГОСТам с выдержкой, со стандартизацией и декларацией соответствия. Поэтому давайте поживем, увидим. Но я все-таки хочу сказать, что внимание на предпринимателей в республике оказывается достойное. И тем не менее, я хочу сказать, мы как те люди с активной жизненной позицией, мы все равно недовольны. Мы собираемся на КС, и мы критикуем сильно всех и все. Мы критикуем и министерство, мы критикуем главу, мы критикуем то, что правильно или неправильно. Но, извините, без критики никак невозможно работать. Почему? Потому что как только скажем, что все хорошо, все прекрасно, все, будет нехорошо и не все прекрасно. Ирина Владимировна, спасибо. Вы заменяете нам целый Минпред тут, потому что Хандын обещал нам тут тоже. Короба. Нет, здесь, подождите, Тимур Юрьевич Ханды, он вчера сообщил, да, вчера он предупредил, я же звонила, он сказал, что сегодня рано утром улетает в командировку, поручал Карбушеву, но у него сейчас вот с 4 как раз какое-то там федеральное совещание, возможно, с опозданием или как, вот, или же, ну, не знаю, если совсем сегодня не получится, то как-то отдельно. Они в любом случае ответят на наши вопросы. Ну, по крайней мере, я плотно работаю с Минпредом, я нахожусь в президиуме Координационного совета, это работа непосредственно с Минпредом. Если есть какие-то вопросы, я постараюсь ответить. Ирина Владимировна, вы не считаете, что вот мы вот в документах, которые выходят в правительстве, регламенты, они, честно говоря, все профессиональные, а у нас слишком много помпезности, вам не кажется? То есть в итоге получилось, например, безопасность, да, продовольственная, она вылилась только в одно. Те люди, которые умеют торговать, умеют доставлять грузы и так далее, имеют свои торговые площадки, все оказалось намного проще, чем писалось, да, а потом с такой помпезностью всем рассказали, как мы здорово поработали. Вам не кажется, что у нас много говорят, но для чего это сделано, я хотел спросить. Оказалось-то все просто. Оказалось, не все просто, надо, видимо, не читать эти регламенты, но созданные оперштабы, а оперштаб по запасам был создан сразу где-то, наверное, 28 февраля, и с 28 февраля это Минпред, Минтранс, там многие министерства были, и мы собирались в неделю 2 раза. И вы понимаете, я была очень сильно поражена работе Минтранса, когда каждый предприниматель скидывал мне номера вагонов, мы не могли найти. Вы понимаете, что такое было полностью, когда теряется вся логистика, и у нас железная дорога начинает работать, перестраиваться на работу со спецоперацией.
Все вагоны загоняли в тупики. Где какой тупик, тоже мы не сталкивались с этим делом. И Минтранс, опять-таки хочу поблагодарить Ольгу Николаевну Рафаэлова, по-моему, ее фамилия, когда в течение буквально 3 недель мы нашли около 500 вагонов и успели до навигации, в принципе, получить все то, что планировали. Хотя, если бы не оперативная работа, вот этого бы, конечно, не было бы. И, возможно, было бы, базы были полупустые. Но мало того, что успели вытащить все эти вагоны, плюс еще те, которые должны были прийти через неделю, 10 дней, 12 дней, все-таки их быстро пустили по зеленой ветке, и они успели дойти. И при этом опять-таки, и надо отдать должное ОНФ, Народному фронту, которые непосредственно отрабатывали по Якутской железной дороге, где пропадают вагоны, где почему скорость снижается, почему их снимают и какие тепловозы ходят. Должно быть 4, почему сегодня вышли 2? Почему 2, почему там не 3, ничего, где какая остановка? Ну, за 3 недели, за месяц колоссальнейшая работа была, сцепка была великолепная, и продовольствие полностью успели завести. Ну, о чем это говорит, я вот не пойму. То есть, когда хотим и можем, делаем, а сейчас что мешает нашей экономике? А сейчас, пока еще вагоны все пришли, они стоят, сейчас будем перегружать сюда, будем загружаться до конца года. Я думаю, что самое основное, деньги нашлись, и предприниматели смогли, помимо своих оборотных средств, которых действительно не хватает, взять в кредит под 8%, это супер, это супер. И, естественно, сейчас закупить тот ассортимент, который был именно непосредственно на производствах. Не у трейдеров. Трейдеры – это те, которые перекупщики с производств. Они, естественно, берут свою маржу. А тут были установлены непосредственные связи, опять-таки, еще повторюсь, именно с помощью правительства. И это удешевило еще продукцию. Вот посмотрите, я не могу сказать, что продукция очень резко снизит цену. Ну, не может быть такого. Вы верите, что сегодня доллар 57 рублей? Нет. Его продают гораздо дороже? Нет. 57, 60, но я, например, вот мне, может быть, как зампредседателю как-то вот сказать, что я не верю, но я не верю. Я не верю. По 80 рублей продавали недавно, я слышал. В банке продавался по 81 рублю. Вот, покупка 52, да, а продажа вот в таких пределах. Да. Рубль, да. Поэтому вот здесь некоторые манипуляции, конечно, есть. И население это все и говорит. Подождите, доллар, посмотрите, как упал, почему не падает все остальное. А вот поэтому не падает все остальное, что мы еще доллар продаем по 81 рублю. Оно не может упасть. У нас логистика выросла на 10%. У нас все растет на 20-30%. А как все остальное упадет-то? А ведь правильно говорила Туяра Николаевна, вопрос-то НДС, убрать НДС. Все. Не поднимать, как было раньше 18, а стало 20, а убирать. Ведь у нас каждая цепочка, она обложена налогом этим. Посмотрите, изготовитель сделал 20%, упаковка 20%, логистика 20%, трейдер 20%, и розница платит 20%. Ну куда поднятие вот такой цены? Куда? Для чего? Зачем? Владимировна, а вот мы тоже все предприниматели, да, журналисты, этот налог-то по УСН, кто оплачивает, сократили, да, в этом году? Мы так и до сих пор популярно, нам никто не объяснил. Да, сократили с 1 января 2022 года. Тот, кто на доходах, это 1%. Доходы минус расходы 5%. Огромная благодарность Айсену Сергеевичу, он первый среди всех субъектов Российской Федерации сказал и подготовил данный законопроект для Елтумена. Он будет работать уже с 1 января, то есть прошлым числом. Если кто-то заплатил за первый квартал УСН, то ему сделают перерасчет. Вот он...
Давай, Олега. А вот как вы относитесь, вот сейчас приезжали по туризму, депутаты Причем? Государственной Думы, это касаемо туристической отрасли, так скажем, предпринимательства. Но мне там слово понравилось, кэшбэк. Может, кэшбэк надо применять уже и по тарифам, и по предпринимателям выборочно. Они вот разговаривая с ними, они кэшбэк для дальневосточников вообще бы хотели сделать от 50 до 70, это я имею в виду транспортную доступность, там, летать туда-сюда. Может быть, действительно есть вариант какого-то кэшбэка для Якутии, для предпринимателей, например, кто производит те или иные товары первой необходимости или там еще чего, кэшбэк, ну, хотя бы там, ну, не знаю, 60-70 именно на энергоресурсы. Я услышала. Вы знаете, наше предложение на Координационном совете было сделать точно так же, как было, например, помните, да, 17-18 год у нас электроэнергия была 3,97. Что сделали для этого? Подняли на 5 копеек всем другим предпринимателям по всей Российской Федерации. 5 копеек на киловатт. Но это немного. 5 копеек. Но нам зато сделали 3,97. Потом от этого отошли. Русгидро опять отошло. Почему бы нам сейчас, а мы через ОНФ поднимаем опять-таки вопрос и ставим вопрос перед Москвой, не сделать это на постоянной основе? 5 копеек для всех остальных, понятно, что другие регионы не очень довольны, но есть разница. 7,90 у нас здесь, и 5 копеек повышается всего лишь для всех остальных. Вот это решение. Кэш, естественно, государство у нас не пойдет на это деньги огромные, а Росгидро, ну, никто не пойдет на уменьшение своей прибыли и очень высоких зарплат. У них очень высокие зарплаты, они сидят очень хорошо, и, вы знаете, все хотят жить с деньгами. Вот у меня вопрос еще остался после выступления Алексея Михайловича. Алексей Михайлович, вот вы говорили о демографии. У вас как с демографией сейчас в районе это дело обстоит? И вот второй вопрос. Наверняка сейчас люди хотят больше, вот даже вот в городе, которые в Нербе живут, у всех же есть подсобные хозяйства, огороды свои. Вы как-то людям в этом помогаете, да, чтобы они вот кур больше разводили, картошки больше сажали в связи с такими тревожными временами? Да, я начну со второго вопроса. Правильный вопрос. Продовольственная безопасность не только вот это мука, сахар, растительное масло, Да. это мясо, это картофель, это овощеводцы, которые, это скороспелка. Вот мы, что еще добавить? Демографическая политика – это увеличение числа населения, это показывает уровень всего государства, в первую очередь. Если нас больше будет, с нами будут считаться. Вот поэтому мы уже 4-й год на уровне района по целевой муниципальной программе выделяем каждый год на 4-го и более детей 100 тысяч рублей. 100 тысяч. То прописано в Нюрбинском районе. На 2-й год она дала результаты. На 2-й год. Рождаемость растет. В этом году, а еще Сергей, да, вот в 2018 году у нас отток много было. А уже с 19-20 пандемийные года, наоборот, приток населения выросло примерно на 250, на 350 человек. Потому что это может и пандемийные, может быть, ограничения. Да, может, они в то время переезжали в село, обзавелись там огородом, хозяйством. Это первое. И второе, по поддержке населения скороспелостью, мы тоже в республике начали первыми. Сами знаете, мы уже за 3 года бесплатно выделяем теля. 500, уже до 500 штук мы уже выделили. Это молодым семьям, кто из его желания создать свое хозяйство на весь. Просто у нас 2 предприятия есть,
100% акций, которые принадлежат району, это МТС Агро и агрофирма Кундядин. Вот телята мы оттуда закупаем у них и раздаем бесплатно молодым семьям. В этом году мы полностью всем ветеранам тыла дали 124 телят. Вот недавно мы в Николин день сделали такой большой подарок. И вот эти наши престарелые люди, ветераны тыла, передавали свои телят своим внукам, правнукам. В этом году мы полностью с апреля месяца начали, раздали 1000 свиней бесплатно населению. Но это посчитали, потому что у нас 500 тонн мяса не хватает. Мы 500 тонн мяса привозим, все привозное. 500 не хватает. И это жеребятина, говядина, мясо птицы не хватает. Вот поэтому вот такими механизмами мы хотим хоть баланс восстановить. 1000 свиней. В следующем, вот в конце года у нас минимум будет 80 тонн мяса, свиного мяса будет. И я не согласен, да, в части какой-то предыдущим докладчикам, что социальное пособие не надо отнимать. Но это категории есть отдельные, это ветераны тыла, это наши инвалиды, которые они не смогут никак. Ну, конечно, вот какая-то часть может быть, есть такое, но мы этот год, еще раз повторюсь, что год народных инициатив мы собрали примерно 300 проектов от всех, кто изъявил желание заняться своим делом. Они не хотят быть ИП. Помните, вот ИП платит, то какие-то документы нужно. И мы пошли другим путем. Мы всех сделали категории самозанятые. Вот. Мы создали экспертную группу. Каждому проектанту мы в сопровождении дали куратора. И вот этот куратор в течение 3 лет сопровождает, чтобы он реализовал свой проект. Уже мы с районного бюджета уже 72 миллиона на это дело даем. Прошлогодние пандемийные года, 20-21 года, мы первые в республике с районного бюджета выделяли субсидии на возмещение затрат предпринимателям, у кого торговые точки, парикмахеры. Вот поэтому мы свои проблемы там на местах решаем. Конечно, наша фонд поддержки предпринимательства, бизнес-инкубатор тесно работает, Министерство предпринимательства. Вот недавно мы с Тимуром Юрьевичем встречались и наметили, что в августе будем проводить форум предпринимателей. Я сам лично был, в 90-е годы был предприниматель, 10 лет занимался хлебопечением, кондитерским изделием, возил вагонами муку с Алтайского края. Знаешь, что это такое предпринимательство? Это встать утром, и у тебя 40 дум. Я понимаю, потому что мы в то время брали кредиты 250% годовых, товарищи. Вот в то время, в 90-х, в сутки производили примерно 4000 булок хлеба. У меня 60 работников в то время было. Был первым делегатом съезда предпринимателей. Это в 2000 году. Потому что я эту проблематику и трудности предпринимательства, я понимаю, ну, в последнее время на уровне федерации, на уровне республики большие сдвиги есть по поддержке субъекта малого и среднего предпринимательства. Потому что государство уже поняло через предпринимательство, через ремесленничество, через семейные хозяйства, фермерские хозяйства можно начать основу предпринимательства. Правильно? Вот так и должно. В этом году мы уже с Алмаз-Агимбанком уже отрабатываем на 60 миллионов рублей для беспроцентных кредитов на организацию продовольственной безопасности продуктов. Мы уже начинаем уже. Даже мы проценты будем платить от районной администрации. Вот такие. Так что вот поэтому мы координационный совет не выходим. Мы решаем вопросы
у Я себя. правильно поняла, что вы приглашаете меня на форум? Конечно, приглашаю. Спасибо. И нас, журналистов, тоже, да, Алексей Да, Михайлович? приглашаю всех. Спасибо, Алексей Да. Михайлович. Помните, в Акане, да, я встречалась с женщиной, по-моему, у которой вот как раз теленок, она еще с маленьким ребенком выходила, и она вот рассказывала об этой программе, что благодаря вот этой вашей муниципальной сельхозпрограмме у них прямо вот вдохновение, прямо, ну это же очень хорошо, когда в семье вот целый теленок бесплатно, семья многодетная была в Акане. Да, да. Спасибо. Товарищи, мы уже Ага. больше 2 часов работаем. Предлагаю закругляться. И расставаться не хотим. Да, хорошо вы поговорили, все темы Спасибо затронули, которые большое. планировали. И по предпринимательству, и по экономике, и по новостям с мест. Нет, спасибо вам. Спасибо Спасибо. большое. Ага. Еще раз встретимся, наверное. Спасибо. До свидания. Хорошо. Мгм, до свидания.